Хатарасхуевича, Ейзасидим. Уважаемые коллеги, позвольте представить основные тезисы большой моей работы, посвященные храму Кячныха, архитектурной особенности, исторический контекст и церковной древности. И вы в ходе моего выступления увидите, какое это имеет отношение к сегодняшнему мероприятию. Значит, руины средневекового христианского храма Кяч, известного в местной традиции как Кячныха, расположены в Ачинчинском районе Абхазии. Памятник находится в горной части села Чгярда, в местности Чигем, на одноименном холме. Возведен на плоской поверхности от рога Панаюрского хребта на высоте около 1030 метров над уровнем моря. Значит, я специально подготовил карту, где представил Дранский храм, крепость Цабал, где находится несколько христианских храмов, и вот здесь Кячныха, чтобы вы себе представляли церковную географию локализации этого очень важного объекта. В современной научной литературе наблюдается вариативность в передаче данного топонима. Встречаются формы, там они выделены красным, Кяч, Кеч, Кяч. Вариант Кеч представляется наименее обоснованным, так как в наиболее ранней известной фиксации топонима, которая датируется X веком, используется форма Кяч. Важной деталью ландшафтного контекста является связь памятника с оборонительными сооружениями региона. Царьбек Джани зафиксировал расположение храма Кячныха в непосредственной близости от трассы Великой Абхазской стены между поселками Чигем и Бекка. В этом районе к югу от стены им были обнаружены остатки древней мостовой из тесанных известняковых булыжников, что подтверждает статус данной местности как благоустроенного транспортного узла в период Средневековья, к сожалению, чего не скажешь о нашем времени. Кячский храм, представляющий собой некогда монументальное сооружение, значит, его объемы 24 метра на 16,5, дошел до нашего времени в руинированном состоянии. Согласно сведениям Иосифа Адзенба, впервые описавшего объект по результатам натурного осмотра в ноябре 1939 года, в тот период практически полностью сохранялась восточная стена, тогда как остальные участки и кладки находились в значительно худшем состоянии. К сегодняшнему дню степень сохранности памятника снизилась. Южная стена сооружения разрушена полностью. Храм атрибутируется как трехнефная базилика с изолированным нефом и тремя невыраженными снаружи апсидами. Это, понятно, что научный язык, но чтобы вы понимали, это особый тип храма. Согласно типологии Левана Арчиулишвили, а он один из первых исследовал этот объект, такой архитектурный тип представлен в Абхазии узкой группой памятников, в которую также входит храм в Старой Гагре, Амбаре Мюсера и крепость Абанта Лахна. Последний объект, я надеюсь, вы все видели в интернете, после нашей недавней расчистки и выкладки видео и фотоматериалов. При этом исследователь полагал, что Кячский храм является наиболее поздним образцом названного архитектурного стиля. По своему прямоугольному плану объект обнаруживает наибольшее сходство с церковью в Амбаре, последняя расположена на побережье в поселке Мюсера Гудаутского района, ранняя территория моего родного села Мгодзюрха. Теперь относительно планов Кячского храма. Первый из них был выполнен, по всей видимости, Юрием Николаевичем Вороновым на основании его собственных натурных измерений. Второй план, который до настоящего времени сохраняет статус базового в специальной литературе, был подготовлен Леваном Арчиулишвили. Наиболее полная графическая фиксация памятника осуществлена Логиновым и Косландзе. На их чертеже впервые отображены фундаменты прямоугольной, постройки
западная постройка, которая отсутствует в предшествующих планах. Этому есть объяснение, просто у меня на это нет времени. Основной корпус Кячского храма возведен из тесаного известнякового туфа травертина местного происхождения. Иосиф Анцингу удалось зафиксировать все 3 локации добычи этого камня, использованных при строительстве данного объекта. Толщина стен составляет около 1 метра. В строительной технике отмечено сочетание каменной кладки с кирпичными плинфенными элементами. Храм был покрыт черепицей. Теперь вопрос датировки. В историографии сложились 3 основные концепции датировки памятника, соответствующие ключевым этапам развития региона. Значит, первое, самое раннее средневековое, это 6-7 века, эпоха становления христианства. Вторая эпоха Абхазского царства, 8-10 века, период правления династии Леонидов. И, наконец, поздняя Абхазская, 11 век, период правления Абхазской ветви Багратидов. Я подробно останавливаюсь на этой теме в своей статье. Здесь мы сейчас не располагаем временем, чтобы это все объяснить детально. Окончательно верификация хронологии невозможна без проведения комплексных археологических исследований. Тем не менее, если датировка предметов церковной утвари, происходящей из этого памятника, речь идет о репиде, кадиле и фрагменте фатира, дальше вы увидите эти артефакты, признается верной, можно предположить, что к середине X века базилика уже была возведена и функционировала. Таким образом, наличие литургических предметов данного периода выступает в качестве terminus ante quam, конечной даты для определения времени строительства объекта. В течение 20-го столетия территория Кячского храма, к сожалению, неоднократно подвергалась несанкционированным раскопам, что нанесло урон его стратиграфии и погребальному инвентарю. Первый случай разграбления относится к 1908-1910 годам. Второй масштабный инцидент произошел в ходе лесозаготовительных работ в 1969 году, когда с помощью тяжелой техники проводились вот эти недопустимые раскопы. В 16-18 веках на фоне ослабления церковных институтов в Абхазии и утверждения османского влияния на побережье Черного моря, Кячский храм пришел в запустение. Утратив свои прямые функции, он сохранился в народной памяти как объект устных преданий, которые были зафиксированы исследователями лишь, к сожалению, в 20 столетии. В статье я подробно рассматриваю эти предания, зафиксированные Иосифом Анцингом, Сандре Сангулия, о том, как нескольких девушек замуровали в стены и так далее, и так далее. Там очень много материала фольклорного, я сейчас на этом не буду останавливаться. В журнале Алушера в 1969 году, непосредственно вслед за заметкой Сандре Сангулия, профессор Георгий Амичбан, юбилей которого мы сегодня отмечаем, опубликовал статью под названием «Кячныха турых ах». Статья написана на абхазском языке. Автор отмечает широкое распространение в абхазской среде ритуальных клятв перед святыней Кячныха и фиксирует различные версии ее происхождения. Согласно одним преданиям, святыня икона является родовой собственностью фамилии Ашуба и была якобы перенесена ими с Северного Кавказа. По другой версии, она принадлежала роду Когони. Сам Георгий Амичбан допускал, что первоначально святыня была связана с древним абхазским родом Кяча, известным в литературе как Геча. В вопрос фольклорных традиций уделено значительное внимание в работе Логинова и Косланцы. Исследователи опирались на данные Анцинга, подтверждают предания об участии в строительстве храма представителей рода Когония и Взаркая, уточняя написание последней фамилии как Взарфал. Исследователи приводят и альтернативную версию преданий, согласно которым строителями храма выступают представители родов Когония и Сакания. Приведенные в моей статье вот эти все фольклорные материалы и предания свидетельствуют о глубокой метаморфозе коллективной памяти, произошедшей после прекращения функционирования храма. Наблюдается резкий контраст между исторической реальностью эпохи
расцвета памятника, его восприятием в народном сознании к XX веку. С течением веков, по мере деградации церковных институтов, восприятие храма в местной среде подвергалось существенной примитивизации. Институциональная история была замещена фольклорным субстратом. Например, вам будут рассказывать про особый вид чеснока, который там растет и связан с двумя девицами, которые были, значит, принесены в жертву во время строительства этого объекта. Все это, разумеется, не имеет никакого отношения к истории. Сегодня исследователи не располагают нарративными или иными письменными источниками, которые бы непосредственно освещали этапы строительства или функционирования памятника в период Средневековья. За исключением двух эпиграфических памятников на литургических предметах практически все доступные сведения относятся к исследованиям и фиксациям 20-го столетия. Единственное, что удалось обнаружить, сведения из книги «Путешествие османского автора 17 века Ивли Челеби». Описывая субэтнос народа Базан, Челеби называет и племя Кеч, локализуя его в плодородной местности вблизи судоходной реки Пешу, предположительно Псов. По данным автора, речь идет о многочисленном 70 сел и воинственном сообществе, до 10 тысяч воинов они могли, значит, выставлять, обладавшие значительными ресурсами, развитым садоводством. В современной исторической науке названная группа отождествляется с абхазским родом Геча или Гечва, исконно проживавшим в районе Гечеркша. Амичба высказывал гипотезу о тождестве древнего рода Кяча с этим родом Кеча. Вопрос о генетической связи между западной группой Геча и фамилией Кяча в восточной части Абхазии, а также их важная роль, возможная роль в строительстве и патронаже храма Кячнуха остаются открытыми и требуют дальнейшего комплексного исследования. В 1959 году вышла фундаментальная работа Георгия Чубинашвили «Грузинское чеканное искусство», значит, где приводятся сведения о ряде предметов литургической утвари, происходящие из церкви села Буджи, это Мегрелия, примерно в 23 километрах от современного Зугдиди. Артефакты первоначально являлись вкладами в Кячский храм и были перемещены туда позднее. Сейчас вы видите серебряную репиду с позолотой. Более лучший, качественный вариант это после обработки искусственным интеллектом, а второй вариант это публикация уже Чубинашвили. В опубликованном в 1959 году фундаментальном труде «Грузинское чеканное искусство» приводятся сведения о ряде предметов, прошу прощения, значит, еще в конце 19 века рассматриваемая репида пользовалась большой славой и почетом в Мингреле, это я цитирую. Ее считали за святыню хати, большой силой при разборе выдающихся дел заставляли свидетелей приносить на ней присягу. Аналогичное сакральное отношение к репиде, как святыне Аныха, сохранилось в абхазской традиции. С 1923 года данный предмет находится в Зугдидском историко-этнографическом музее. Я очень надеюсь, что там он и сохраняется. Поскольку нет каталогов, мы ничего не можем сказать о современном состоянии этого музея. Значит, на обратной стороне, вот, значит, слева и справа от каждой фигуры имеется надпись, сделанная на Сантавруле. В переводе, значит, она гласит следующее. Именем Бога я, царь Георгий, положил эти репиды в этой святой церкви Кячи в моление за мою душу. Священник, когда вы будете совершать жертву телом и кровью Христовой, помяните меня в молитве. Аминь. Святая Богородица, будь заступницей перед Сыном Твоим и Богом нашим, мне, царю Георгию. Чубинашвили отождествлял упомянутого царя Георгия с абхазским царем Георгием II, правившим, я привожу его хронологию, там это спорная тема, но он указывает до 957 года, что позволило ему датировать данный предмет середины X века. Лингвистический анализ фрагмента «экклесиас кач». «Экклесия» — это греческое слово, которое попало в грузинский, до сих пор используется в значении церкви. Но нас интересует второй термин.
представляет особый интерес. Наличие флексии «са», являющейся маркером дательного падежа в грузинском языке, свидетельствует, что абхазский топоним «кяч» был интегрирован в текст без фонетических искажений. На основе анализа надписи можно сделать две существенные выводы. Вот сейчас, кстати, после обработки искусственным интеллектом здесь лучше это все видно. В дар храму, значит, была передана, первый вывод, в дар храму была передана именно пара репит, согласно литургической традиции, что подтверждается употреблением множественного числа. Текст содержит древнейшее упоминание Кячского храма, датируя середины X века. Второй артефакт, который также хранится в Зугдидском краеведческом музее, это тека-футляр, в которой хранилась упомянутая репида. Значит, вслед за описанием кяческой репиды Чубинашвили впервые вводит в научный оборот вот этот артефакт. Значит, это, собственно говоря, фрагмент расчлененного серебряного потира, то есть литургической чаши. Причем Чубинашвили дает хороший анализ сравнительный с бедийской чашей. Она ничем не уступала бедийской чаше. И вот данные фрагменты были использованы в качестве декоративных накладок для отделки грубой теги, в которой хранилась упомянутая репида. Значит, этот артефакт тоже находится в названном мной музее. Какие выводы из этого делает Чубинашвили? Я цитирую, потому что когда обычно говоришь, все грузинские исследователи начинают, значит, абхазским исследователям не доверять. Но, надеюсь, своим собственным исследователям они будут доверять. Мы вправе отнести это, предположительно, разрезанный на части потик к тому общему вкладу царя Георгия, о котором гласит надпись на репиде, которого, я полагаю, нужно идентифицировать с абхазским царем Георгием II, вступившим на престол около 916 и умершим в 957 году. И, наконец, третий, последний артефакт – это кадильница из Кячского храма, удивительная, она ранних образцов, которая также хранится в названном музее. Здесь тоже есть надпись, в переводе она гласит: «Святая Церковь, будь мне царю Георгию помощницей, заступницей перед Господом». Данные кадильницы наряду с репидой и потиром входили в состав драгоценного вклада абхазского царя Георгия II Кячскому храму. Спустя десятилетия после выхода исследования Чубинашвили в 1969 году, как я уже об этом сказал, в журнале Алашева была опубликована статья Георгия Амичба. Основная цель публикации Амичба заключалась в ознакомлении абхазоязычного читателя с положением статьи Акакия Топурия относительно псевдонима Киачели. Надо заметить, что если бы Георгий Амичба не обратил бы, зная хорошо, здесь уже это говорилось, грузинский язык, на эту статью мы бы с вами не знали бы дальнейшую историю этих артефактов. Значит, этимология псевдонима известного грузинского и советского писателя Лео Киачели, настоящая фамилия Шенгелая, в литературоведческой среде долгое время оставалась невыясненной. Согласно филологическому анализу Топурия, фрагмент «эли» в фамилии Киачели является грузинским суффиксом происхождения, что предполагает наличие топонимической основы кячи. Однако факт, что писатель родился в селе Буджи, на первый взгляд вносил противоречие в данную гипотезу. В ходе дальнейших изысканий Топурий установил, что в Мегреле издревле почиталась кячская икона. Речь идет о репиде, просто это советский автор, который не понимает церковных особенностей и терминологии, хранившийся именно в церкви села Буджи. Главный вопрос, вызвавший интерес Георгия Амичба, заключался в том, каким образом эта икона репида попала из Абхазии в Мегрель. Значит, историко-легендарная канва событий, которую он устанавливает в этой статье на основе вот этих перечисленных мной работ. Реликвия была похищена из храма представителями рода Какачья в Западной Грузии. Позднее один из его потомков совершил ограбление невесты из дворянского рода Шенгелая, откуда происходил Лео Киачели. Будучи признан виновным и не имея средств для выплаты наложенного судом взыскания, он передал роду Шенгелая кяческую икону репиду в качестве компенсации. Данный акт передачи имущества был задокументирован в 17 веке. Вот этот документ был обнаружен. В
В качестве свидетеля при составлении документа фигурировал владетельный князь Абхазии Салустан Шервашидзе Чачба, а заверил акт представитель Мегельской знати Кац Чиковани. Указанный документ в дальнейшем хранился в личном архиве Лео Киачели. Писатель придавал истории святыни основополагающее значение в контексте своей генеалогии, что и определило в выборе его литературного псевдонима. Выводы Георгия Амичба, и этим я завершаю свое выступление. Харагургана хазлаку ала, кач зихзиз, ауахамаге, аныхаге, апснаку нехипас. Уяпсуа ирныхартан. Ари арцербергой, аныха, апснипи и ширби записхо документ. Уятаги яхан зайдеу, чгарди якутана, чага махабла, чугулу качаба. Качныха апсуа ашпаю, яхаге и рукнукуй. И табу, благодарю.